Вот меня берут и призначают мне шиза. Значит, я еще новичок, ничего это не разумею, меня ведут к лекару. Оказывается, лекар мусит дать дозвол на то, что я, так сказать, вот то и то. Да, что все в порядке. Вот первый раз шизо отримавши так, вот я уже зрозумів, ага, вот так. Дозвола, конечно, не дали, все без проблем. Потім, праз некалькі месяцев, я знову трапляю ситуацию, когда на меня складены рапорт, и меня приводят в штаб, и я разумею, что наступным кроком будет знову шиза. И меня ведут еще до вот этого споткання з командиром, з начальником колонии, який визначає шиза чи що, меня ведут уже в медицинскую комиссию. А это означает, что вот я должен оттуда выйти уже с дозволом, что меня может покарать. Вот. Я кажу этому лекарю, так что, вы загодя даете дозвол, да, вот меня не оглядевши, ни анализы не взявши, ни что. Он говорит, ну вам же все зрозуміло, ну что вам? Ну, то есть такий порядок. Ну, раз вас сюда повели до меня, значит, я мушу дать дозвол. Вот, значит, вам будет шиза. Вот такие у них порядки. То есть лекарь отлично разумеет в какой ситуации, что он такой самый винтик этой системы, подначаленный командира. Подзневоленный. Да, подзневоленный фактично у этого командира колонии, у начальника колонии. И он может выполнять все эти загады. Коли б эта структура медицинская была ему не подпорядкованная, напевно ж, поглядели бы лекари и сказали, что этот человек, напевно, все-таки шиза не заслуговує. Мы можем его посадить в шиза, но он выйдет оттуда живый. А так они просто закрывают очи и все. Раз вы так вырашили, ну тогда отправляйте.